Садыр Джапаров помиловал бывшего главу аппарата президента Атамбаева Фарида Ниязова, но не помиловал осужденного за убийство Медета Садыркулова друга Максима Бакиева. Министерство просвещения планирует вернуть шестидневку. Вы смотрите очередной выпуск позитивных новостей Тендермедиа. Меня зовут Валерий. Тепла вам и благополучия. Садыр Джапаров помиловал сторонника Алмазбека Атамбаева Фарида Ниязова. Ниязова в прошлом году приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы по так называемому Куйташскому делу. В общей сложности за решеткой он провел почти год. Первая инстанция вынесла приговор в начале июня прошлого года. Фарид Ниязов за свою карьеру успел поработать на разных должностях. Был советником Атамбаева, руководил аппаратом президента с 2015 по 2017 годы. Указ президента о помиловании вступает в силу сразу после его подписания. Это означает, что Фарид Ниязов уже на свободе. Скажите, пожалуйста, Фарид Ниязов, он уже освобожден или ему только предстоит выйти на свободу? Не, вообще, согласно процедуре, указ президента вступает незамедлительно. То есть, получается, с этим указом этот указ поступает и его освобождают сразу. По делу о куйташских событиях, помимо Фарида Ниязова, на 11 лет был заочно осужден сам Алмазбек Атамбаев. Он уже несколько лет находится в Испании. Тюремные сроки получили политик Равшан Джейнбеков, сторонник Атамбаева Фархад Баабиев, а также бывший депутат Джугурку-Кенеша Ирина Карамушкина. Ее приговорили к 8 годам тюрьмы с конфискацией имущества. В середине марта ее адвокат Аскар Алымкулов сообщил, что экс-депутат просит Садыра Джапарова о помиловании. При этом Карамушкина не признала вину. Прошение было направлено президенту в декабре 2025 года и никакого отклика до сих пор не возымело. Однако, по словам адвоката, оно до сих пор находится в администрации президента, и в скором времени Садыр Джапаров может помиловать и Ирину Карамушкину. Нет, ее прошение не отклонили. Это до сих пор находится в администрации президента. Сейчас, видимо, комиссия начала какое-то движение, и постепенно, возможно, оно подойдет и к Ирине Юрьевне, и президент уже примет свое решение. Прошедшие выходные отметились и другой историей помилования, более громкой и более спорной. В интернете заговорили об освобождении Санджара Сапарбекова, друга Максима Бакиева, осужденного в 2022 году за убийство политика Медета Садыркулова, бывшего директора Международного института стратегических исследований Сергея Слепченко и водителя Садыркулова Кубанычбека Сулайманова. В 2009 году Кыргызстан облетело шокирующее известие о гибели экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова. Официальная версия гласила: с 13 на 14 марта после возвращения из Алматы недалеко от зоны отдыха Кокджар произошло смертельное ДТП. Автомобиль Lexus столкнулся с Audi, из-за чего произошли взрыв и возгорание. Сидевшие в первой машине Садыркулов, Слепченко и водитель Сулайманов погибли. Эта версия породила сомнения, которые позже подтвердились. Несчастный случай оказался заказным политическим убийством, за которым стоял брат на тот момент президента Курманбека Бакиева Джаныш Бакиев. Исполнитель заказа стал известен только в 2022 году. Им оказался профессиональный кикбоксер Санджар Сапарбеков, друг Максима Бакиева. Он долгое время скрывался за границей, однако в 2021 году неожиданно вернулся на родину. Его задержали и осудили на 14 лет тюрьмы. Спустя 2 года Сапарбекова вновь судили, на этот раз по делу об убийстве криминального авторитета Чингиза Джумагулова, известного как Дуо Чингиз. Сапарбекова признали виновным и дали 17 лет тюрьмы. Первой на возможное помилование отреагировала вдова Медета Садыркулова Айнагуль Садыркулова, написавшая эмоциональный пост на эту тему в социальных сетях. Я бы очень хотела посмотреть в глаза Джапарова и спросить его, почему он помиловал убийцу, у которого руки по локоть в крови. Он что, гарант убийц? Сапарбеков отсидел чуть больше 3 лет за убийство моего мужа, отца 3 дочерей, таята 7 внуков. Почему президент не защищает мои права? Он ведь клялся на Конституции в этом. Убийца вместо 14 отсидел 3 года. Или это личное желание Джапарова? Отвечать на все негодования по поводу освобождения Сапарбекова пришлось Государственной службе исполнения наказаний. В ГСИН опровергли помилование осужденного. Он продолжает отбывать наказание в учреждении номер 1. В общем, история непонятная и вызывает вопросы. Кабинет министров хочет вернуть шестидневку в школах, но на добровольной основе. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Сейчас в законодательстве указано, что учебная неделя должна быть 5-дневной.
Авторы предлагают добавить формулировку или шестидневная учебная неделя. При этом непонятно, в каких школах занятия будут проходить 5 дней, в каких 6 дней в неделю. Против возвращения шестидневки выступил депутат Дастан Бекешев. Почитал проект постановления, которым Кабмин хочет вернуть шестидневку в школах. Я противник этой идеи, потому что я сам, помнится, инициировал законопроект, и этот законопроект превратился в закон. Это был 17-18 годы, и в 2018 году его подписали, и мы перешли с шестидневки на пятидневку. И сейчас возвращаться опять через 8 лет к этому же самому, я считаю, что это абсолютно неправильно. В то время и Министерство образования на тот момент тоже поддержало законопроект, хотя не так активно поддерживал, потому что были проблемы, как переводить школы на пятидневку, где в 3-4 смены учились. Да, была такая проблема. Сейчас потихонечку эта проблема спала, но почему-то Кабмин решил опять вернуть шестидневку. Будем откровенны, идея не понравилась не только Дастану Бекешеву, но и многим гражданам. Изданию «Спутник Кыргызстан» заместитель председателя главы Кабмина Улан Маматканов сказал, что итоговое решение будет принято с учетом общественного мнения. Бұл жерде фондық талқудағы тоқтам долбарын танышсаңыз, біз жетекшілерге осындай мүмкіншілік беріп отырмыз. Жетекшілер өздері қалып, егер де 5 күндік оқу күні болса, 6 күннен оқытасыңыз. Егер 6 күндік қабыл алсаңыз, онда бұл ережені оқу процесін жүргізушіңіз керек деп біз 2 вариант ұсыныстар бұйырса, жақын бұл бойынша дағы қоғамдық пикирді еске алуды шешім қабылдауға. Помимо возвращения шестидневки, ведомство собирается внести несколько изменений в системе обучения. Увеличить срок начального общего образования с 4 до 6 лет, сократить основное общее образование с 5 до 3 лет, увеличить среднее общее образование с 2 до 3 лет. Также предлагается отказаться от начала учебного года 1 сентября. Связано это с надвигающимся саммитом ШОС, из-за которого начало следующего учебного года сдвинули на 15 сентября, и это уже официально. С саммитом связано и введение шестидневки. В Министерстве просвещения ближе к вечеру объяснили, что нужна она только учащимся с 6 по 11 классы. Им предстоит наверстывать упущенные занятия 8 дополнительных дней. Что думаете об этом, пишите в комментариях. Тем временем министр просвещения Дугдургуль Киндербаева дала большое интервью каналу «Азатык». В самом начале беседы чиновница высказалась о петиции об ее отставке. Под инициативой подписались около 450 человек. Министр Киндербаева уверена, что против нее строят козни за рубежом, и петицию создали те, кого не устраивают реформы не только в образовательной системе, но и в стране в целом. Кыргызстандын маалымат булагы эмес экенин көрдүңүз го. А жерде караван ру деп жазылып турат. Башкача айтканда Кыргызстанга тиешеси жок маалымат порталынан чыгып атат. Демек, айрымдарга мен ушул агартуу министрлигинин аткарып жаткан иштери мындай ыңгайсыздыкты жаратып атат болуш керек. Бул тыштан. Президент оплачивает мэру Аша Джанару Акаеву из президентского фонда. Об этом градоначальник южной столицы честно, без всяких терзаний, сказал в интервью блогеру Идырысу Исакову. По словам главы муниципалитета, у него маленький оклад, и дабы избежать коррупции и зависимости от частных лиц, глава государства помогает ему из своего кармана. Акаев трудится на посту мэра уже 3 месяца, и все эти 3 месяца получал доплаты от Садыра Джапарова. Бирок мен чынын айтайын, президент өзү тыйын берет. Бирөөлөрдүн чайына муктаж болбоо, бюджетке кол салуу, жанагындай эмелерге, коррупциялык иштерге аралашып кетпе деп, айдын аягында акча берет өзү. Мындай шотума которот. Муну эми айтса болобу эле болбой эле билбейм, бирок акча берет. Ал кадимкидей мындай мисалы кээ бир учурда фонду бар го, президент өзүнүн фонду бар да. Ошол фондунан которот да. То есть эсепчиси кадимкидей ай сайын которуп турат айдын аягында. Айлык бергендей. Менин келгениме 3 ай болду. 3 ай алдым да. Мындай иш кылып бюджетке кол салбагыла, жанагындай бир кызыкчылыктарга же бизнесмендерге көз каранды болбогула.
бирөөдөн акча сурабагыла деп туруп айына жакшы эле акча берет. Айлыктан сырткары. О какой сумме идет речь, Акаев, конечно, не раскрыл, но с его слов деньги хорошие и выделяются они из фонда президента. Согласно порядку использования средств фонда президента, деньги из него направляются на различные нужды, в основном социальные, что очень даже логично. Однако в порядке указано, что деньги могут выделяться и на, цитирую, «оказание единовременной материальной помощи государственным и муниципальным служащим на цели, не связанные с государственной и муниципальной службой». Конец цитаты. Это прямо прописано в документе. Однако Джанар Акаев говорит, что получал доплаты из фонда трижды. Чтобы у нас с вами не было вопросов, в порядке есть и такой пункт. Средства фонда могут быть использованы на другие цели на основании решений президента Кыргызской республики. Пополняется фонд из нескольких источников. Из порядка использования средств фонда президента Кыргызской республики. Пункт 2. Источниками фонда являются: первое. Бюджетные средства в размере не более 1% от утвержденных расходов республиканского бюджета, без учета суммы фонда. Второе. Средства, возмещаемые по коррупционным делам. Третье. Иные источники, не запрещенные законодательством Кыргызской республики. Джанар Акаев не первый, кто получает подобные выплаты. Например, в 2024 году Садыр Джапаров признался, что выплачивал ежемесячно по $2000 бывшему главе УНА Рустаму Джокоеву, которого задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в коррупции. В интервью Кабару глава республики сообщил, что помогает подобным образом 40 чиновникам. Но только с одной поправкой: деньги выделяются из его спонсорского фонда. Хочу сразу сказать, что мой спонсорский фонд не бюджетный фонд, поэтому помогаю около 40 руководителям, так как их заработная плата действительно маленькая. Если вы спросите, почему я оказываю материальную помощь, отвечу, чтобы они не воровали там, где работают, чтобы там был порядок, чтобы они работали честно. 30 сентября 2024 года. Что это за спонсорский фонд, доподлинно неизвестно. Еще тогда, в 2024 году, возникали вопросы, почему бы просто не поднять чиновникам зарплаты, чтобы все было прозрачно. Вопросы с тех пор никуда не делись. Предшественник Джанара Акаева на посту мэра Дженишбек Тактарбаев уехал в Баткен. Там он, по всей видимости, контролирует качество строительства многоэтажек от государственной ипотечной компании. Видео с экс-чиновником, разъезжающим на трицикле, с поста мэра в феврале 2026 года после громкой отставки Камчибека Ташиева с поста главы ГКНБ. Сейчас Тактарбаев периодически ходит на допросы в МВД в качестве свидетеля по делу, связанного с его деятельностью на посту градоначальника. На сегодня у меня все. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Напомню, поддержать материально нашу работу можно через Patreon. QR-код вы видите на экране, ссылка закреплена в описании. Успехов вам и крепкого здоровья. До свидания.